Несколько тысяч людей, учителя, врачи, строители и работники транспорта, школьники, ветераны и студенты. Все стараются выделиться из общей массы транспарантами и разноцветными шарами. Ну и какой же праздник без зажигательной лезгинки. Весна у ингушей всегда ассоциировалась с трудом. Ее ждали с нетерпением и встречали большим праздником плодородия, который назывался праздником Тушоли. Сегодня старшее поколение вспоминает, как даже после тяжелых полевых работ люди находили силы на веселье. Для кого не секрет, что наш народ любили и работать, и отдыхать всегда. Раньше, даже когда я была маленькая, всегда после такого белхи, как мы устраивали в выходные дни, хорошо поработали, и никто, не чувствуя этой усталости, устраивали лозер, танцы. Очень хорошо, очень приятно, что возобновили эти традиции, и мы сегодня можем вот так, чтобы молодежь видела, повеселилась, имела возможность поздравить друг друга. На площади перед Назрановским домом культуры люди всех возрастов, и дети, и молодые, и те, кто, шагнув в очередной год созидания и процветания Ингушетии, могут поделиться многолетним опытом работы в различных сферах деятельности. По профессии музеевед, и я думаю, что каждый год, каждый день, который я провожу в музее, я провожу с пользой для нашего музея, ну и также для нашей республики. Поздравления сегодня звучат и со сцены. Ингушский народ всегда показывал примеры трудолюбия, настойчивости и целеустремленности. А накопленные богатые традиции сегодня служат основой для дальнейшего развития и уверенности в благополучном будущем республики. От имени главы республики Ингушетия Юнусбека Евкурова и меня лично примите самые искренние поздравления с праздником весны и труда. С Первомайским днем связаны хорошее настроение, надежда на добрые перемены. Сегодня наша республика активно развивается. Строится современная инфраструктура, жилые комплексы, новые производства. Все это делается благодаря наших общих усилий. Особенно хочу поблагодарить сегодня гордость Ингушетии, наших ветеранов. Люди, которые долгие годы трудились на благо республики и сегодня создали основу для нашего с вами благополучия. Искренне признателен им. Мира, счастья, благополучия каждому дому. Дал Дигдар Додвен, дал Могжмяш Ходве. С праздником всех! Каждый человек, трудящийся на благо нашей республики, ежедневно вносит свой вклад в развитие региона. И сегодня очень важно мирно и сплоченно продолжать работу по развитию родного края. Поэтому в этот день со сцены не только поздравляют трудовые коллективы, но и по достоинству оценивают их заслуги. Почетное право наградить лучших профессий представили человеку, который не понаслышке знает, что значит всю себя отдать любимому делу. Герой труда России Марем Богатыревой. В номинации «Лучший врач» награждается Костоев Алик Ильясович. Чтобы праздничный первомайский митинг 25-летию региона действительно запомнился профсоюзом, на сцену приглашают лучших из лучших в 25 номинациях. Ведущим этого года стал наш коллега, журналист и телеведущий НТРК Ингушетия Алексей Ковтун. Диплом получал я один, а на самом деле на сцене рядом со мной в этот момент должно было бы стоять, человек 10-15. Телевидение – это коллективный труд. Операторы, редакторы, режиссеры и так далее. На самом деле очень много людей, которые стоят за премией «Лучший по профессии». По большому счету эту награду тогда будем адресовать всему НТРК Ингушетия, без которой я, естественно, в одиночку ничего бы не сделал. В перерывах между выступлениями звезд ингушской эстрады участники первомайского митинга могли полакомиться вкусной едой. Здесь же разбили шатры и организовали полевую кухню. Словом, праздник удался на славу. Ингушетия наряду со 140 странами мира, как и полагается, торжественно встретила праздник весны и трудолюбия. На митинг в Назране собралось более 9 тысяч человек. Передай Миржоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.